В начале выпуска обращение главы Коми Владимир Уйба посвятил его состоянию государственного долга республики и традиционно пандемии. Бурлон Донаертис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам о госдолге, потому что это очень серьезная составляющая, о госдолге республики, поскольку это серьезная составляющая в целом экономического состояния республики. Мы постоянно работаем над тем, чтобы госдолг снижать, потому что это влияет и на экономическую оценку, и на эффективность работы правительства. Ну и в целом госдолг, конечно, надо сокращать. Но и в течение 2021 года я вам докладывал, что мы госдолг сокращали, но мы и не остановились. И вот в начале года, на 10 января 2022 года, мы еще сократили на 1 400 миллионов госдолг, и на сегодняшний момент он составляет 34 миллиарда 400 миллионов. Ну, кто-то скажет, что, слушайте, это огромная цифра, поэтому все должно статистически сравниваться с теми параметрами, которые планировались. Так вот, это ниже прогнозных значений, которые мы закладывали в бюджет на минувший 2021 год. То есть, по большому счету, это хорошая оценка, мы достаточно хорошо и эффективно работаем с госдолгом, и вот на сегодняшний день этот показатель ниже, чем планировался. И я хочу сказать, что действительно, вот благодаря такой эффективной и слаженной работе и Минфина Республики Коми, и в целом правительства, нам не просто удалось и в 2021 году снижать госдолг, но еще ведь есть и такое понятие, как управление госдолгом. А управление госдолгом – это тоже расходы. И чем меньше расходы на управление госдолгом, тем тоже эффективнее работа, вот именно как экономическая эффективность работы правительства. Так вот, мы сократили и расходы на обслуживание госдолга по сравнению с 2020 годом на 4,2%. Поэтому считаем, что, чтобы тоже было понятно, расходы на обслуживание составляет 1,6 миллиарда рублей. Поэтому сокращение на 4% это достаточно серьезные деньги, опять же, в копилку республики. Вот коротко о госдолге, о том, как мы с ним боремся. Хотя, в общем, надо сказать, что это не какая-то там особая отметина в республике. Госдолг есть практически у всех субъектов, и никто сегодня не живет без кредитования. Но, тем не менее, я вам тоже об этом докладывал, уважаемые жители республики, мы стараемся замещать кредиты и стараемся вместо коммерческих кредитов брать бюджетные, государственные кредиты. Во-первых, по ним значительно меньше процентная ставка, это очень важно. Во-вторых, другие совершенно обязательства по возврату, они значительно более государственные, чем коммерческие кредиты. В этом смысле мы тоже очень активно работаем. Хотя, повторяю, все субъекты сегодня кредитуются. По эпидобстановке. К сожалению, хочу сказать, что вот за последние практически, наверное, 2 месяца я сегодня впервые говорю, что у нас начался снова рост. Если последние 1,5 месяца я постоянно говорил, что мы снижаемся, понемножку, но снижаемся, да, и мы там с 300 с лишним случаев в сутки ушли, вот вчера у нас был 71 случай, то сегодня 77. Вот мой прогноз, к сожалению, раз мы не удержались сразу, по сути, первый день после праздников и сразу начали расти, то, к сожалению, скорее всего, мы будем снова расти, в ближайшие, как минимум, 2,5-3 месяца. Хорошо бы, чтобы мой прогноз не оправдался, но, к сожалению, я думаю, что по этому сценарию мы вынуждены будем идти. А здесь опять же подход. Вот 77 человек сегодня у нас заболело, да, там рост на 6 человек. Но при этом среди заболевших опять же большое количество выявлено лиц, которые были привитые. То есть мы, опять же, 24 человека, это много для 77. Это о чем говорит? О том, что опять у нас достаточно низкая
высокое количество людей, извините, непривитых, потому что вот это большое количество непривитых еще, оно продолжает, ну, просто своим объемом еще и вовлекать людей, которые имеют антитела, да, привитые, но, и я уже об этом много раз говорил, что, и сегодня опять это будет подтверждение, что болеют в легкой форме, но тем не менее вовлекаются в процесс вот заболеваний, потому что большое количество непривитых снова вовлекает в том числе и привитых. Так вот, по привитым и по умершим на сегодняшний день. Привитых у нас на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 377 976 человек. При этом полностью прошли ревакцинацию, то есть повторные уже привитые, 57 577 человек. И умерших у нас на сегодняшний день 8 человек. И опять же, вот среди 8 человек нет ни одного привитого. Это снова подтверждение того, о чем я постоянно вам говорю, что если даже и заболел привитой человек, то он переносит это достаточно легко, а все-таки погибают у нас непривитые люди. Ну, в основном, да, вот сколько вы, если слушаете, то вы видите, что практически у нас очень редко попадает привитой, и то я объясняю, что всегда с чем это связано, как правило, это либо большой возраст уже глубокий, либо все-таки то и другое, и микс еще большого количества хронических заболеваний. Но вот сегодня все умершие были, к сожалению, не привиты. По вакцине у нас большой объем вакцины, я каждый день говорю, что у нас на сегодняшний день остаток более 151 тысячи доз вакцины, поэтому, конечно, нужно прививаться. Ну и у нас с вами, вот я говорю, кроме того, что большое мероприятие международное, всемирное, да, чемпионат мира по хоккею с мячом, у нас с вами еще 1 февраля истекает крайний срок, который мы смогли согласовать, да, и на оперативном штабе все-таки проголосовали крайний срок допуска в коллективы, в том числе декретированные коллективы, которые у нас по постановлению главного государственного санитарного врача обязательны к вакцинации. 1 февраля истекает срок отсрочки на вакцинацию. Поэтому на самом деле после этого уже я не смогу ни оперативным штабом, ни кого-то конкретно там помочь. Вот очень многие обращаются сегодня, и мы всем идем на помощь и помогаем, чтобы людей допускали до работы. Но с 1 февраля, к сожалению, ни я, ни уже оперативный штаб такой помощи оказать не сможет. Поэтому, коллеги, задумайтесь, пожалуйста, и до 1 февраля нужно обязательно вакцинироваться. Ну, вот на сегодняшний день у меня вся информация. Всего самого доброго. До следующей встречи.